Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Мы видели сегодня видеоролики с Кавказа. Очень некрасивые, очень плохие ролики. Но я объясню, в чем дело. Видели ролики о том, что Карачаево-Черкесии собирают подписи против прилета израильтян. В Дагестане молодчики, несколько сот человек собрались перед гостиницей, заходят в гостиницу, заходят в номера, ищут евреев. Затем эта группа молодчиков переправилась в аэропорт, там они ломают двери, заходят в разные служебные кабинеты аэропорта, якобы ищут евреев. Непонятно, что делают в служебных кабинетах аэропорта евреи, прилетевшие с Израиля. Но без сомнения это провокация. И вот почему. Дело в том, что усиленно распространяется информация на фоне войны и той ожесточенной войны, которая сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, распространяется информация, что военнослужащие израильской армии прилетают на лечение на Кавказ. Об этом распространяются слухи во всех мечетях, везде, всюду распространяется, и говорят, что мы не должны принимать прилетевших на лечение военных, которые убивают там палестинцев и так далее. Сейчас поступила информация, что этот самолет, или другой самолет, якобы его не пустили в Дагестан, и сейчас он летит на Грозный, что тоже не соответствует действительности. Это абсолютная наглая ложь. Если вы обратите внимание на всех мужчин, которые там находятся, вот этих молодчиков, большая часть этих мужчин не бородатые. Обратите внимание на этот момент. Это очень важный момент. Не бородатые или с небольшими бородками. Это никакие не религиозные фанатики, никакие не ваххабисты и так далее. Дело в том, что в Дагестане очень много военнослужащих, которые служат российской армии. Они воевали у нас в Чечне, они были одними или самыми жестокими бойцами по отношению к пленным, к мирному населению. И они служат России. Это агентура ментовская, ФСБшная, военная, в гражданской форме. Именно поэтому у них нет бород. Да, там, скорее всего, есть полезные идиоты, которые именно вот для этого и распространяется этот слух, что летят военные и так далее. Но если предаться логике, на территории Израиля не идет война и нет необходимости лететь в другие страны, так как израильская медицина одна из самых лучших. Сейчас, скорее всего, этот же сценарий сейчас будет распространен на временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия. Дело в том, что когда начиналась война против Грузии, точно так же использовался чеченский фактор. Когда начиналась война против Украины, тоже нам пытались показать, что кадыровцы и буряты воюют против Украины, а не русский империализм. И вот сейчас нужно переключить внимание на кавказцев, показать, что кавказцы это антисемиты и так далее, и так далее. Таким образом, русские, как обычно, пытаются нас дискредитировать и как можно сильнее нас запачкать. Я со всей ответственностью заявляю, что на Кавказе и в Дагестане, и в Карачаево-Черкесии, и в Чеченской республике, временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, нету антисемитизма. Я веду стримы, и у меня в стримах на меня просто напущено, натравлено просто огромное количество вот этой фабрики троллей. Это тоже не соответствует действительности, если исходить из того, являются ли чеченцы антисемитами. Это не так. Да, в каждом народе есть люди, которые являются и националистами, и фашистами, и антисемитами. Точно так же, как и среди израильского общества найдутся чеченофобы или чеченоненавистники. Но это очень малый процент среди кавказцев. И подтверждением моих слов является то, что мы, чеченцы, всегда жили в мире с евреями, которые жили у нас в Грозном. В Дербенте живут горские евреи, в Дагестане. И никогда у нас не было никаких национальных конфликтов на национальной почве. Я понимаю, что вот эта машина, она работает не только, пропагандистская машина, работает не только против тех, кто находится вот в самой России и против кого она действует. Она еще будет действовать и на евреев. Поэтому я евреев попросил бы отнестись к этому с пониманием
пониманием того, что против вас работает пропагандистская машина. И все картинки, которые показывают, они по большей части не соответствуют действительности. Это неправда, что в Дагестане, а я и про дагестанцев говорю, когда есть, как я сейчас только что сказал, дагестанские военные были самыми жестокими убийцами, оккупантами на нашей земле, на нашей чеченской земле. Когда мы, чеченцы, вот эту вторую русско-чеченскую войну, в начале ее, пошли защищать и спасать женщин, детей и стариков из Чабанмахи и Карамахи в Дагестане. Несмотря на это, дагестанцы пришли воевать и убивать нас. И именно эти или им подобные дагестанцы сейчас выходят к этому аэропорту, к этой гостинице и так далее. Поэтому я всех призываю, кавказцев я призываю, это нам аукнется еще на много-много десятилетий. Эта картинка, которая сейчас высвечивается, она нас не красит, друзья, она нас позорит. Поэтому я вас прошу успокоиться. Также я призываю евреев не обращать внимания. Я прошу все средства массовой информации, кто если меня услышит, не подыгрывать этому. Распускаются слухи, что едут евреи на лечение, военные, армия, Цахал едет на лечение. Сейчас этот самолет якобы направляется, теперь в Дагестане его так и не обнаружили, этот самолет. Его не может быть в принципе, как я уже сказал. Сейчас этот самолет якобы направлен на Грозный, что тоже абсолютно, как вы понимаете, ложь. Поэтому я всех призываю к спокойствию, не поддавайтесь на провокации. Друзья, давайте жить в мире, давайте врагов точно определять. Чеченская пословица гласит: мужчина, воин или рыцарь не тот, кто смел и отважен, а тот, кто знает, кто его враг. Так вот, наш всех враг, и евреев, и кавказцев, и американцев, и украинцев, находится на Лубянке и в Кремле. Друзья, не забывайте об этом. Всего самого хорошего. Адикюэль Маш Оэль.